Само по себе жить какое-то время без света вроде и не критично, но за 2 дня блэкаута становится ясно, насколько велика энергозависимость. Закрыты магазины, отключены банкоматы, перебои с мобильной связью и интернетом. А вот пекарня, когда пропало электричество, здесь вовсю работали хлебопечки. Свет выключился, он был в формах. Вот, снимите, вот формы с хлебом. Это ж не хлеб, это просто на мусорку выкинем и все. Фермеру Алексею Денисюку с помощниками сегодня пришлось отправиться в лес за дровами. Животных на ферме нужно чем-то кормить, а как приготовишь им еду без света? Приходится теперь ставить котел и растапливать, чтобы варить еду. Да. Украинские энергетики поначалу обещали восстановить разрушенные линии за пару дней. Но когда к взорванным опорам приехали ремонтные бригады, им просто не дали работать. Представители крымско-татарского меджлиса и бойцы запрещенного в России правого сектора. И даже Нацгвардия повлиять на них не может. Стоять, я сказал! Я сказал стоять! Лидеры крымско-татарского меджлиса, которые сначала затеяли продуктовую блокаду полуострова, теперь говорят о блокаде энергетической. Их, похоже, не сильно заботит, что от этого страдают обычные жители и те же крымские татары. Народ наш, крымско-татар, который в селах живет, практически 1/3 часть всего Крыма сейчас без света, все остались без света. Сегодня все прозреют, и то, что это диверсия против крымско-татарского народа, это однозначно. Врач Урия Османова, она сама крымская татарка, возмущается. Отключение света в больницах могло привести к страшным последствиям. Можно находиться под искусственным дыханием или идет операция, и в это время отключают свет. И это тут решается судьба человека. Это, знаете, это уже Бог покарает, наверное, я уже не знаю. Сейчас электричество в больнице подается без перебоев, но власти Крыма уже заявили, всем остальным на какое-то время нужно привыкать жить без света. Языком ультиматума разговаривать с нами никто не будет. Это я гарантирую. Лучше мы перетерпим один раз, но поставим точки над «и». Эксперты отмечают, нужно было сразу после присоединения Крыма пускать электричество по временной схеме, а не надеяться на Украину. Мы же делали эти работы, когда по временной схеме делали эти мощности и на Дальнем Востоке, и в Сибири в советское времена. Нет проблем. Перекинуть кабель через пролив. Это не проблема. Решать проблему теперь придется в самое ближайшее время. Неизвестно, сколько продлится энергетическая блокада Крыма, но уже очевидно, для Киева эффект от нее скорее обратный. Кроме понятного раздражения крымчан, будут и экономические последствия. Украинские энергетики уже навсегда потеряют Крым как рынок сбыта. Андрей Гордеев, Илья Филиппов, Олег Крючков. Анатомия дня.